В 2013 году состоялась встреча президента Анквабужи в Пицунде о госдаче с президентом Российской Федерации, где был поставлен нашим президентом вопрос о списании этого долга. Уважаемый президент России сказал буквально следующее, обращаясь к своей делегации, что абхазы, им сложно платить, надо принять соответствующие меры. Обратитесь с официальным письмом, мы примем все меры для того, чтобы вам помочь. Однако в 2014 году уже, в мае месяце, в стране произошли известные вам события, которые прервали фактически данный процесс. Далее, почему этот вопрос не был решен между следующим руководством Абхазии и правительством Российской Федерации, я не знаю. Я тогда уже в правительстве не работал. Я официально, со всей ответственностью перед вами, дорогие друзья, заявляю следующее. Не будь событий 2014 года, я вас уверяю, что этот кредит нам не пришлось бы платить. Далее идет вопрос обвинения в том, что я подписал кредит по банку, по Национальному банку в 2010 году, в том же году. Да, я подписал такой кредит, по которому Национальный банк Абхазии получил 700 миллионов рублей, из которых 300 миллионов было направлено на создание платежной системы АПРО, которой мы все с вами пользуемся, дорогие друзья. Я думаю, что это большой шаг вперед в нашей банковской системе. И 400 миллионов мы получили на капитализацию Национального банка, то есть на льготное кредитование по 2,5% годовых. А какие проценты у банка, когда выдаются кредиты, вы сами знаете. Национальный банк уже расплатился с этими долгами, но, к сожалению, по сей день все это вспоминается и все это предъявляется нам в качестве определенного упрека. Актуальным упреком является госдача Пицунда. Да, я подписал это соглашение. Я подписал это соглашение не только потому, что имел соответствующее поручение моих руководителей. Я подписал это соглашение, потому что я убежден, что такое соглашение именно передачи высшим руководством России этой госдачи отвечает нашим интересам, служит укреплению нашей дружбы, нашим стратегическим союзникам и, естественно, в той обстановке международной, о которой мы говорим, это было бы движение с нашей стороны в правильном направлении.